Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. И гость в нашей студии сегодня – врач Республиканского кардиологического центра Гузель Минигалиевна Гумерова, которая недавно вернулась из командировки в ЛНР. Приветствуем вас. Здравствуйте. Гузель Минигалиевна, вы были в зоне специальной военной операции, а именно в городе Красный Луч, больше 5 месяцев. Вот расскажите, что вас подвигло поехать туда? Даже, наверное, не знаю, как сказать. Всегда, когда смотрели фильмы, читали про Великую Отечественную войну, всегда думала, а как бы я себя повела, если бы у нас такое приключилось. Ну, в первый раз такие серьезные испытания на наше поколение пришло во время ковида. И как бы там, ввиду того, что я кардиолог, я все-таки осталась в кардиоцентре. И когда уже объявили о специальной военной операции, посмотрев, все взвесив, я решила поехать. Тем более у меня как бы там погиб прадедушка. Еще и поэтому вам было важно туда поехать? Прадедушка погиб во времена Шаймуратова, так ведь? Да, в один день с Мигалей Шаймуратовым во время прорыва в поселке Штеровка у меня погиб мой прадедушка. Он был у меня старшиной первого сабельного эскадрона 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Вот. Рахимов. Ну, это прям история для вашей семьи. Да. Ну и поэтому вам, наверное, тоже было важно там оказаться. Да, очень было важно, потому что мой дедушка очень хотел туда эти места посетить, посмотреть, где все это было. Но ввиду как бы своих особенностей, они все поднимали целину, так скажем, ничего не получилось. Ну и я за всю семью решила поехать сама. А вот все-таки как ваши родные отреагировали на то, что вы поехали в зону специальной военной операции? Ну, вначале они были шокированы, конечно, но потом уже успокоились. Ну, тем более я как бы была не одна, со мной вместе была моя подруга Юлия Рахматуллина, она у нас врач функциональной диагностики. Мы вместе с кардиоцентром, вместе как бы поехали, вместе вернулись. История повторяется. Сначала дед воевал за свободу и независимость. Здесь тоже война за здоровье, можно сказать, и так ведь? Это ведь тоже своя передовая, с одной стороны. Гузель Минигалиевна, ну вы там осмотрели более 1000 пациентов. Вот с какими диагнозами чаще всего попадались люди? Возможно, ввиду особенностей питания, там больше всего были пациенты с гиперхолестеринемией, с ишемической болезнью сердца. У кого-то были гипертоническая болезнь. Ну, в основном причины всех этих как бы заболеваний было то, что некорректное питание все-таки, это сало, у них особенности питания, более жирная пища, мне кажется. Вот. Они просто недоосмотренные. У них нет такой вот диспансеризации, как у нас вот проводится. У них нет такого вот... Наши пациенты, можно сказать, избалованы вниманием врачей, вниманием как бы от нашего как бы правительства, тем, что у нас есть всякие проекты как бы национальные по охране здоровья. А в ЛНР и в ДНР такого нет. Там они были удивлены, то, что мы вообще им помогаем. И они очень нам благодарны нашему как бы руководству нашего правительства, потому что мы их всех смотрим до последнего пациента в день. Вот. А так как бы, я себя больше чувствовала там земским врачом, нежели чем кардиологом, потому что с различными диагнозами приходили, потому что они все уже знают о нашей высокой квалификации наших специалистов. Они уже видят, что как бы врач общей практики, можно сказать, и со всеми своими болячками приходят. Там будь то анемия, будь то боли в ногах, головная боль, любые в общем, жалобы. разные пришлось случаи рассматривать. Да, приходилось вспоминать многое. Но мы знаем, что вот у вас был еще пациент, да, которого вы вообще направили на операцию в Уфу. Как вот так получилось? И там условий не было? Таких пациентов у меня на самом деле много было, но я направила 3. Вот первый пациент, это вот наш Моисеев. Мы его направили, потому что, да, не было условий направить в Луганск. Там как бы есть пациент, но там у него очередь была. Почему-то он ждал эту очередь в течение года. И, созвонившись как бы с нашим министерством, согласовав все с нашим руководством, мы как бы решили направить его в клинику БГМУ, где его успешно прооперировали, ему сделали аортокоронарное шунтирование, и сейчас вот он на август запланирован на эндоартерэктомию каротидную. Вторая пациентка, она вот тоже уже прооперировалась, ей поменяли аортальный клапан. И вот третий пациент, Яковенко, вот он буквально позавчера мне позвонил, он съездил, вернулся уже, и как вернулся, позвонил, ему поставили стенд, все хорошо. Это все бесплатно? Это, естественно, все бесплатно, это в рамках программы ОМС. Они вот сейчас вот это все начало внедряться в Луганске. Да.
в новых регионах. И вот они просто не знают, что такое бесплатная медицина. И вот поэтому для них это дико, можно сказать. И вот они вот благодаря тому, что мы это все вводим, мы помогали врачам осваиваться с программой ОМС, с диспансеризацией помогали. Вот, и вот сейчас вот есть такая возможность направлять пациентов в разные федеральные центры. А как вообще относятся там вот к нашим врачам? Может быть, уже дружба у кого-то зародилась? Очень-очень хорошо относятся. Все очень встречают, ну, как бы очень хорошо, они все радуются. Ну, у меня сложились теплые отношения. Мы до сих пор общаемся с докторами, с которыми мы там работали. Вот на все праздники они поздравляли меня с Курбан-байрамом, я их поздравляла с Троицей. Вот как бы такие у нас вот отношения. Ну, и там даже с близлежащих городов приезжали к нам. Вот они вот, получается, каждый город ведь за каждый город отвечает разный регион. Вот, получается, мы отвечаем Башкирии за Красный Луч. За антрацит там Ставропольский край отвечает. И вот, несмотря на это, вот с антрацита к нам приезжали, с Петровского, даже уже с Ростовской области, вот с Таганрога, с Ростова, с Крыма приезжали к нам, вот, услышав о том, что медицинский, ну, как бы башкирская бригада, и они все Знаю о том, что хорошие врачи да. и достойная медицина. Да, хотим к башкирам. Ну, такой вот. Ну, вот такой очень большой приятно, поток да. людей. Да. До последнего работали пациенты, вы Да, сказали. по То есть 40 график человек в день. очень тяжелый график, да, был? Ну, тяжелый не могу сказать. Здесь как бы тоже такой же график, можно сказать. Но просто, наверное, там легче, потому что там нет такого быта. Ты не думаешь о том, что вот придешь домой, сейчас там муж, дети, как бы то сделать, это сделать. Там просто ты полностью отдаешься работе. Поэтому, мне кажется, там проще в этом плане работать с пациентами. Гузель Минигалиевна, а вы работали только в Красном Луче или выезжали с оказанием медицинской помощи и в другие населенные пункты? Мы выезжали, у нас как бы каждые там 2-3 недели были выезды в город Петровское, вот где непосредственно у нас вот генерал Минигалий Шаймуратов захоронен в этот город, потом в Вахрушево город ездили, потом в Княгиневку, и потом вот ездили по поручению Вильма Миловича в город Горское, это вот под Лисичанском, мы навещали дочь первого героя Советского Союза Петра Болота. Вот, она очень как бы была рада тому, что мы к ней приехали, потому что туда никто не ездит. Там медицинскую помощь никто не оказывает. Вот съездили вот функциональный диагноз, я и офтальмолог, наш руководитель, мы как бы посмотрели и ее дочь, ну, пообщались, посмотрели, как будто прикоснулись к истории, потому что она видела и Рокоссовского, и Жукова, и вот такие вот мурашило просто, когда общались с ней. Много интересного рассказала, да? Очень. И вот она вот как раз-таки вот про прилеты все рассказала. Там очень страшно туда вот, когда приехали, там и школа вся разбомблена, и вообще... И она рассказала, как она видела, как точка У пролетала. И вообще, ну, очень страшно. То, что она видела 2 войны, как бы это, ну, очень... Это не передать словами. Да, и она... Вот почему еще я хотела бы про нее рассказать. Учитывая, что это все рядом с Лисичанском, там у нас как бы находились наши военные, и вот один из них, как бы выходец из Башкирии, он помогал ей, он воду ей приносил, еду, там много всего, потому что там все, можно сказать, отрезано. И вот он ей помогал, и общаясь с ней, он узнал, кто она, потом он передал это вот Вильма Миловичу, и он вот поручил, съездили, вот посмотрели и ее дочь. А что вам дала эта поездка все-таки как человеку и как специалисту? Ну, как специалисту, наверное, больше я расширила свой кругозор, то, что не надо... Ну, так или иначе, уходя в узкую профессию, вот в кардиологии, мы начинаем мыслить узко, видим только свою кардиальную патологию. А так вот, посмотрев, можно сказать, со стороны, я увидела, что надо и учитывать эндокринную патологию, и гематологию, и гастро. Получается, я такие скиллы нарастила. А по человеческому, как бы по... Как человек, что как вам человек, дала? Как человеку эта поездка дала? Наверное, более... Вы начали ценить жизнь. Ценить жизнь стала и
терпимее стало, что ли, к многим пациентам. А тут как бы пациенты, они везде одинаковые, жалобы, они везде одинаковые, но тут, учитывая обстоятельства, ты себя немножко переламываешь и на многие вещи там строже не говоришь, как здесь мягче начинаешь другие как бы подходы искать к пациенту, и это уже применяешь тут к пациентам. Понимаешь, что как бы неважно, где находится пациент, главное ему оказать помощь. Ну, в общем, внутренне вы тоже немного изменились Да, после этой командировки. да. Ну, там тяжело просто это все видеть, тяжело слышать их рассказы, как вот. Но все равно ко мне, как учитывая, что я кардиолог, приходили больше возрастные пациенты, и они все рассказывали, как это все начиналось, как это все разделилось, как это все страшно, вот как вот на них же своя же как бы страна напала, можно сказать, вот, и они очень благодарны России, то, что мы протянули руку помощи и не отвернулись от них и поддерживаем до сих пор. Поэтому как бы хотелось еще больше как-то им помочь. Вот. Гузель Минигалиевна, вы планируете поехать снова? Ну, это зависит от нашего руководства. Если они посчитают нужно меня направить, то я, естественно, не откажусь, дам свое согласие, потому что, как моя бабушка сказала, нам тоже хорошие врачи нужны. Не беги туда, поэтому вот как бы скажут. В общем, если Родина скажет, что надо ехать, соберетесь и поедете. Ну да, сумка готова. Большое спасибо вам за беседу и за вашу такую важную, нужную работу. Скольким людям там помогли, продолжаете помогать здесь, поэтому успехов вам. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.